Время неумолимо ведет молодых ребят к важной вехе в их жизни. Времени, когда молодость встречается с долгом, а мечты с ответственностью. И пусть для родителей они еще дети, но с этого момента судьба Абхазии в их руках. Для кого-то это просто слова, но многие их сверстники считают службу в вооруженных силах своим прямым долгом и почетной обязанностью. Честь и достоинство, мужество и преданность, святая вера и чувство долга всегда были самыми ценными качествами настоящих мужчин. 18-летний кандидат в мастера спорта Дмитрий Куржиев проходит курс молодого бойца, опираясь на свой спортивный опыт и дисциплину. Если не я, то кто? С уверенностью говорит он, показывая пример молодого защитника Абхазии. Учусь на первом курсе, перехожу на второй. Я пришел сюда, чтобы служить, быть мужчиной. Мне легче проходить, потому что я занимался спортом. Другим чуть-чуть сложнее, потому что они не занимались спортом. Я жду момента, когда попаду в часть. Это нужный, необходимый опыт таким же молодым, как я. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента Республики Абхазия, начался в апреле. В учебном центре Министерства обороны будущие защитники Отечества проходят курс молодого бойца, в ходе которого с ними проводят занятия по строевой, физической и огневой подготовке. После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, направляются для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны. Весенний призыв заканчивается 30 июня. В то время как Дмитрий только начинает свой путь, его товарищ Рауль Губаз уже полгода служит в рядах абхазской армии, демонстрируя мужество и преданность своей родине. 25 лет и уже больше половины срочной службы за моими плечами. Первое, что я хотел бы сказать, это отметить свой возраст, то, что он считается довольно-таки большим, так как здесь в рядах срочной службы, в рядах бойцов, в основном юноши 18-19 лет. И, скорее всего, именно мой посыл будет направлен именно на них. После полугода срочной службы я могу отметить одно, что армия – это точно не про романтику. Это про ответственность, про зрелость, про то, как вы, возможно, некоторые впервые в жизни, взявшие на себя ответственность, вам придется с этим жить и отвечать за свои слова. Умение держать слово также включается в это. Это про то, как вы будете обрастать как личность этими всеми характеристиками, этими чертами. Рауль призывает молодых людей не уклоняться от службы, рассматривая ее как долг перед Родиной. Особенно тех, кто вырос в Абхазии, знает исторические события 1992-1993 годов. Для Рауля примером и источником вдохновения в служении Родине стал его дядя, кавалер ордена Леона и отец, герой Абхазии, чьи преданность и мужество укрепляют решимость исполнять воинский долг. Хотел бы пару слов сказать для тех, кто сомневается насчет того, проходить им срочную службу или нет. Для меня это встает таким большим вопросом, как человек, проживший свою жизнь в Абхазии, учивший историю в школах. Конкретно я хочу сказать о событиях 92-93 года. Возможно, у кого-то встает вопрос, почему я в возрасте 25 лет пришел на срочную службу, получил образование. Если кому-то интересна моя специальность, это техническая специальность, информационная безопасность. Заканчивал я ее в Петербурге. Для меня армия имеет совершенно другое значение. Эти молодые военнослужащие – живое подтверждение того, что служба в армии – это не только долг, но и возможность вырасти настоящим мужчиной, готовым защищать свою родину. Ведь не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот мужчина, кто был солдатом. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.